Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, дорогие казахстанцы. Я сегодняшнее выступление специально делаю по всем событиям, которые происходят в Казахстане. Прежде чем сделать свое заявление и свое выступление, я хотел поставить видео сначала. Посмотрите, пожалуйста. Аңғыры. Тағы батыр. Аңғыры. Выгнали. На БТР залез. Дорогие казахстанцы, дорогие туркменистанцы, вы увидели эти кадры, как люди с палками, с дубинками против БТРов. Они захватили БТР и на нем ехали, пытались люк открыть. То есть вот так казахстанцы показали свой героизм. Народное движение «Демократический выбор Туркменистана» поддерживает весь казахский народ, который борется, встал и борется за свои права, который начал защищать свои права и отстаивать свои права. Да, власть позорно применяет военных, позорно применяет полицейских, там, ФСБшников, комитетчиков, МХМшников, как их только не называют, этих позорных террористических организаций. Но тем не менее народ встает. И мы очень гордимся за казахский народ. Казахи и туркмены всегда были братские народы. Если вы помните, мы вместе всегда боролись в старину, раньше, бок о бок, за султанов, сулейманов, ханов, королей, там, за кого только мы не боролись. Мы никогда не боролись за себя, за свои права. И сейчас в Средней Азии Казахстан идет на первом месте по демократическому преобразованию. Помните, когда Магреб встал, Тунис, Алжир, Марокко встали. Весна была вот эта, арабская весна. Американцы сделали еще что-то, всякие небылицы строили. Казахский народ поднимается сам. Туркменский народ то же самое поднимается сам. Ни американцев нет, никого нет. Если были бы американцы, мы давно выиграли все. Поэтому мы поддерживаем казахский народ в борьбе за свои права. С нашего правительства сегодня поступили данные только что Назарбаев убежал в Россию. Мы не можем подтвердить эти данные, но мы имеем эту информацию. Токаев объявил о распуске правительства.
что оно как бы не смогло справиться с текущими экономическими задачами и так далее, и так далее. Это все бла-бла-бла-бла. Дорогие казахи, уважаемые казахи, у нас в Туркменистане много жили казахов. В Бекташе, в наших приграничных с Казахстаном районах. Даже в Мары, в Чаджове, в Ашхабаде и в других местах. У меня много друзей было казахов. Мы всегда относились к ним с большим уважением. И в студенческие годы были казахи, и потом, после студенческих годы, и бизнесмены были. Они всегда могли за себя постоять. Чем мы были очень гордились этим народом и были рады. Сегодня казахи встали, показали. Если вы помните, несколько лет назад, буквально недалеко, 4-5 лет назад, протесты проходили вяло, никто не вставал. Но сегодня казахи переплюнули даже киргизов, показали, кто они есть. Потому что, когда на судьбу поставлено твои права, жизнь и существование твоих детей, близких, родных, внуков, семьи твоей, у тебя другого выхода нет. Ты должен бороться. Эта весна, которая была арабская, сегодня пришла уже в Казахстан и в Среднюю Азию. Поэтому туркменский народ, туркменские оппозиционные силы, народно-демократическое движение, демократический выбор Туркменистана поддерживает казахстанский народ, поддерживает оппозиционные силы, поддерживает ДВК. Мы с вами всегда. Мы всегда будем помогать вам. Всегда будем с вами жить мирно и дружно, потому что вы наш братский народ. Мы всегда жили по соседству в братстве с вами. Это диктаторы ссорились, это диктаторы свои планы реализовывали через друг друга. Но народ, как говорится, ущемляли. И ваш народ, и наш народ. Поэтому боритесь до конца. Весь мир смотрит на вас. Туркмены, узбеки, таджики, киргизы и весь мир на вас смотрит. Вы уже выиграли. Вы уже, я видел, на один БТР 3 человека вскочили и уже БТРом завладели, безоружные. Вы уже вспять развернули все эти вооруженные силы Казахстана. Назарбаев уже скрывается. Вы уже победили. Надо идти до конца, до победы. И строить серьезное демократическое правовое государство, где государство уважает человека, и государство для всех людей, а не для одного человека. Поэтому Алла Казахстан.